Здравствуйте, уважаемые абитуриенты! Меня зовут Забарова Маргарита Магнавиевна. Я председатель предметной комиссии по программе дополнительного вступительного испытания творческой и профессиональной направленности компьютерные технологии в музыкальном образовании и искусстве. Приглашаем вас к поступлению на наше направление. Программа бакалавриата направлена на подготовку специалистов широкого профиля в системе общего, дополнительного и среднего профессионального образования в области искусства, культуры, образования и медиаобразования. Его уникальность. Уникальное сочетание классического педагогического, профессионального музыкального образования и современных информационных и компьютерных технологий в области искусства, культуры, образования и масс-медиа. Модульный принцип построения содержания программы. Область профессиональной деятельности. Выпускники востребованы в сфере дополнительного образования детей и взрослых, культуры, искусства, работают в творческих коллективах, в различных концертных организациях, музыкально-театральных учреждениях, шоу-бизнесе, музыкальной индустрии, радио и телевидения. Форма реализации обучения – заочная. Срок обучения – 3,5 года. Стоимость обучения – 35 тысяч рублей в год. Сегодня я проконсультирую вас о вступительном экзамене. Расскажу вам, в чем заключаются особенности проведения вступительного испытания. Но сначала необходимо запомнить несколько важных условий вступительного экзамена. Вступительный экзамен будет проходить 29 июля. На экзамене дается одна попытка. Время на выполнение задания дается с 9:00 до 15:00 часов. Вход на экзамен в дистанционную систему вуза допускается строго в течение с 9:00 утра до 14:00 часов дня. И основные моменты, касаемые вступительного экзамена. Наш музыкальный экзамен проводится в форме тестирования в системе дистанционного образования вуза. Результат вступительного испытания оценивается по 100-бальной шкале. Время проведения вступительного испытания для студентов, поступающих на заочное отделение – 45 минут. Количество заданий в тесте – 30. На каждое задание дается 4 варианта ответа. Правильным является один ответ. Вам необходимо выбрать только один правильный ответ. В тестовом опросе несколько разделов. Раздел 1. Музыкальное исполнительство. В этом разделе встретятся вопросы по музыкальным жанрам исполнительства и музыкальным инструментам, а также исполнительским коллективам и исполнителям. Для этого нужно знать основные виды и особенности жанров музыкального искусства. Названия жанров классической музыки, народной музыки и популярной музыки. Названия жанров светской и духовной музыки. Названия жанров вокальной и инструментальной музыки. Названия жанров программной музыки и симфонической музыки. Структура вопросов будет выглядеть примерно так. Например, как называется музыкальный жанр, не связанный с литературой? И даются варианты ответов: романс, опера, симфония, балет. При этом нужно подумать,
какой из перечисленных жанров не связан с каким-либо литературным произведением или сюжетом. Или вопрос будет построен примерно так. Программная музыка – это, и дано определение. И надо выбрать один верный вариант ответа из нескольких вариантов ответов. Также нужно будет уметь выбрать название музыкальных инструментов, входящих в состав симфонического оркестра. Это группы деревянно-духовых, струнных инструментов и ударно-клавишных инструментов. Вспомнить некоторые особенности строения некоторых видовых инструментов. К примеру, у каких инструментов сколько струн. Или при каких композиторах были сформированы инструментальные группы оркестра. А также некоторые фамилии тех музыкантов-мастеров, кто был создателем главных видовых музыкальных инструментов. Например, скрипки, фортепиано, аккордеона. Тестовые вопросы об исполнительских коллективах и исполнителях могут содержать информацию о видах вокальных тембров, сопрано, тенор, бас и видах исполнительских ансамблей. Вам необходимо будет вспомнить некоторые несложные музыкальные термины, связанные с особенностями исполнительского искусства. К примеру, пение, постановки голоса, хора, оперного искусства. К примеру, как называется звуковой объем голоса от самого нижнего до самого верхнего звука? И предложены 4 варианта ответов. Тесситура, диапазон, резонатор, переходные ноты. Также вспомните, пожалуйста, некоторые названия выдающихся произведений, известных сонат и симфоний, опер и балетов и их гениальных авторов. Михаила Ивановича Глинки, Римского-Корсакова, Чайковского, Моцарта. Например, в разделе вопросов о музыкальных произведениях и композиторах вопрос может быть задан таким образом. Назовите балет Петра Ильича Чайковского. Вам надо выбрать подходящее название именно его балета из нескольких разных вариантов произведений. Или наоборот, вопрос будет построен так. Кто автор произведения? И дан перечень из фамилий нескольких композиторов. Нужно выбрать верный ответ. Может встретиться и такой тест. Какой художественный персонаж и в какой опере-сказке, к примеру, является главным героем? Или, например, необходимо из нескольких названий произведений выбрать и указать самое последнее произведение в творческой жизни зарубежного композитора. Что касается раздела теории музыки, то вам необходимо будет вспомнить главные средства музыкальной выразительности. Что такое мелодия, ритм, гармония, динамика, тембр, импровизация, темп и какие бывают темпы по скорости звучания, быстро-медленно. Связанные с данными средствами музыкальной выразительности вопросы могут формулироваться таким образом, что дано определение термина, и нужно выбрать, к какому именно выразительному средству это определение относится. Например, скорость исполнения музыкального произведения, которое определяется числом приходящих на единицу времени долей. И нужно выбрать верный ответ. Что это? Ритм, темп
тембр или мелодия. Либо вопрос может быть сформулирован с отрицательным индексом, как бы с позиции отрицания. Например, что не относится к средствам музыкальной выразительности? В разделе тестовых вопросов о музыкально-компьютерных технологиях в искусстве будут встречаться в основном вопросы общего характера. Так как вы только будете начинать осваивать данную профессиональную направленность, то будет проверяться лишь уровень вашей осведомленности о компьютерных технологиях в области музыки. Это вопросы из информатики, о знаниях электронных форматов файлов, например, о названиях некоторого музыкально-компьютерного программного обеспечения, о специфике профессии звукорежиссера. В целом вопросы могут коснуться определений главных технологических и аппаратных средств звукозаписи электронной аранжировки. Это электронно-клавишный синтезатор, микрофон, микшерный пульт, звуковая карта компьютера, драйвер-программа, аудионоситель, свойства звука, время, скорость, частота, кабели, разъемы. Поэтому для ответов на такие вопросы потребуется лишь понимание, для чего эти электронные средства предназначены, ну или только их ключевые особенности. Лишь в некоторых тестовых вопросах потребуется знание каких-либо особых свойств, как, к примеру, в вопросе такого типа. Единица измерения динамического уровня звука. И даны варианты ответов. Ватт, децибел, герц, ампер. И нужно выбрать верный ответ. Но даже такого типа редко встречающиеся вопросы сами по себе несложные, так как подразумевают общие базовые знания из школьной программы, например, из некоторых областей физики или просто практического применения в жизни электронной техники. Также для ответов на вопросы по музыкально-компьютерным технологиям надо повторить некоторые музыкальные средства в области электронной аранжировки. Это название некоторых звуковых элементов фактуры. А именно, что, к примеру, дают они для аккомпанемента в аранжировке, для ее жанрово-исполнительского характера, стиля аранжировки. Здесь речь может пойти о таких звуковых элементах фактуры, как гармония, аккорды, штрих, цифровой эффект, тембр, акустика. Уважаемые абитуриенты, при подготовке к экзамену вы можете изучить специальную литературу по всем вопросам. Например, я рекомендую ознакомиться со следующей литературой. Это музыкальные пособия, учебники, статьи. Первая книжка. Газарян в мире музыкальных инструментов. Живайкин. В этом пособии 600 звуковых и музыкальных программ можно узнать название музыкально-компьютерного обеспечения. Красильников Игорь Михайлович. Электронное инструментоведение. В этой статье также можно познакомиться с
с видами инструментов, инструментальных групп. Красильников. Электронно-музыкальное творчество в системе художественного образования. Автореферат диссертации доктора педагогических наук. Здесь очень кратко и доступно изложена специфика электронно-музыкальных средств художественной выразительности. Красильников. Электронно-музыкальные инструменты. Здесь можно более подробно изучить аспекты музыкально-компьютерных технологий. Красильников. Интонационная концепция музыкальности и модель дополнительного музыкального образования. Другая статья Красильникова. Стереофонический склад фактуры как сущностное свойство электронной музыки. И, наконец, Красильников. Электронно-музыкальное творчество в системе художественного образования. Его монографии, где очень подробно описаны музыкально-компьютерные средства и их предназначение. Для изучения и повторения вопросов о музыкальной теории, истории и исполнительству вы можете изучить ряд пособий по музыкальной литературе. Это Кандинский, издательство «Музыка», 3-й выпуск учебного пособия по курсу русской музыкальной литературы, посвященный творчеству Римского-Корсакова и Чайковского. Музыкальная литература зарубежных стран под редакцией Царевой. Музыкальная литература авторов Осовицкой и Казариновой. Учебное пособие «История художественной культуры России», автор Рапацкая. И, наконец, элементарная теория музыки, автор учебника Способин. Полезными также могут оказаться материалы при наличии. Это Соколов, ссылка у лекции «От Баха до наших дней», Холопова, теория музыки, мелодика, ритмика, фактура, тематизм. Петелин, Роман и Петелин Юрий. Пособие Штейнберг Кубейс «Создание музыки на компьютере». Также подспорьем может послужить пособие Чеппела «Создаем свою компьютерную студию звукозаписи». Уважаемые абитуриенты, вы также можете использовать любую литературу, любые интернет-ресурсы, электронные библиотеки, к примеру, Eleinbook, Библиоклуб и так далее. Читать любые литературные источники по музыкальной теории, музыкально-компьютерным технологиям. Но главное, чтобы вы нашли ответы на нужные вам вопросы. Также вы можете составить для себя небольшой глоссарий в виде опорного словаря из определений музыкальных терминов. Он может выглядеть примерно так, где дан, к примеру, термин и его определение. Уважаемые абитуриенты, в заключение хочу сказать, что студентов профиля компьютерные технологии в музыкальном образовании и искусстве готовят к работе педагога-звукорежиссера и музыканта в разных сферах для работы в системе дополнительного художественного образования, в творческих коллективах и в организациях в сфере культуры, для работы в системе общего музыкального образования,
специального музыкального образования в детских учреждениях образования и искусства и среднего профессионального музыкального образования. Наши студенты-звукорежиссеры занимаются постановкой звука для спектакля и концертов. На занятиях изучают основы и тонкости звукорежиссуры, виды электронной аранжировки на компьютере и клавишных электронных синтезаторах разных модификаций, познают все виды музыкального искусства, игры на разных акустических инструментах, пения и музицирования в ансамбле. Наши студенты, музыканты, звукорежиссеры прекрасно разбираются в музыкально-художественном искусстве, осваивают мастерство электронного творчества, звукового дизайна и масс-медиа. Наши выпускники, музыканты, звукорежиссеры востребованы в сфере культуры, искусства, общего, специального, дополнительного и среднего профессионального образования. Работают в творческих коллективах, в концертных и музыкально-театральных организациях, на радио и телевидении, в студиях звукозаписи, шоу-бизнесе и музыкальной индустрии. Ведут педагогическую музыкальную деятельность на всех уровнях, от школы до вуза. Вашими преподавателями будут лучшие звукорежиссеры, преподаватели музыкально-компьютерных технологий, аранжировки и композиции. Андреев Игорь Вячеславович, старший преподаватель, звукорежиссер Санкт-Петербургской школы телевидения, Башгостеатра оперы и балета, Академии искусств имени Загира Исмагилова, преподаватель по аранжировке и композиции. Забарова Маргарита Магнавиевна, кандидат педагогических наук, доцент, преподаватель по электронно-клавишному синтезатору и музыкально-компьютерным дисциплинам. Хасаншин Азамат Даниилович, кандидат искусствоведения, доцент Академии имени Загира Исмагилова, композитор, преподаватель по звукорежиссуре и композиции. Бадаева Камила Александровна, преподаватель по музыкально-компьютерным дисциплинам. Юланова Дилара Марсовна, кандидат педагогических наук, старший преподаватель по истории искусств и другим дисциплинам. И другие преподаватели музыкально-исполнительских и теоретических дисциплин. Лауреат всероссийских и международных конкурсов педагог-вокалист по сольному пению и вокальному ансамблю, преподаватель Дустова Замира Самаридиновна. Заслуженный артист Республики Башкортостан и России профессор Елена Александровна Мороз, кандидат педагогических наук, доцент Рашида Фазиловна Хайбуллина, кандидат педагогических наук, доцент Ирма Рашитовна Левина, руководитель хора, кандидат педагогических наук, доцент Лейсан Наильевна Каримова, преподаватель музыкально-теоретических дисциплин, заведующая кафедрой музыкального и хореографического образования Полетаева Татьяна Ивановна. При этом студенческая жизнь ваша будет насыщенной и интересной. Уважаемые абитуриенты, на этом я с вами прощаюсь. Если у вас возникнут вопросы по поводу вступительного экзамена, вот мой номер телефона для связи. 8 927 925 0703 и телефон WhatsApp 8 961 361 40 01. Маргарита Магнавиевна. Звоните, пишите и удачи вам на вступительных экзаменах.